Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для водолеев. Будем смотреть прогноз на колоде Таро и на колоде Цыганской. Сначала общие события недели. Самое важное, самое главное. Энергия, отношения, работа, финансы, совет. Добавим информации из цыганской колоды. 3 карты на отношения. Три карты на работу. 2 карты на финансы. Итак, первая карта — пятерка пентаклей для водолеев на эту неделю. И все этой карты очень боятся, говорят, что это вот такие сложности, невозможности и так далее. Вот что на самом деле нужно понять по этой карте. Вот астрологическое соответствие, оно всегда лучше всего показывает, что есть на самом деле, и вот не вводит в заблуждение. Вот пятерка пентаклей — это у нас Меркурий в Деве, да? Дева — это что? Это наши обязанности, это наш каждодневный труд, это наше здоровье. В общем, там, где мы оказываем какие-то услуги, помогаем, в общем, все, где мы пытаемся быть полезными, да? И Меркурий — это у нас планета движения, планета общения, да? То есть, по сути, у нас получается так, что мы должны что-то делать, но как бы не хотим, да, то есть нам хочется заниматься совершенно другим. Нам хочется движения, нам хочется поверхностного какого-то общения, а нам говорят тут о нашем долге, о том, что нужно делать что-то важное и полезное, да, что без этого нельзя и так далее, и так далее. И у нас такой внутри появляется протест, да, то есть мы хотим легкой жизни, а нас жизнь заставляет трудиться. Мы хотим, допустим, питаться чем попало и быть здоровыми, но наш организм говорит: нет, так не пойдет. Только нужны специальные правила, ограничения и вот только то, что полезно, да. То есть вот получается так, что у водолеев на этой неделе будет вот такой внутренний раздрай, внутренний конфликт, когда хочется чего-то легкого, хочется свободы, есть какие-то обязательства, есть какой-то долг, и вот хочется его нарушить. Так вот, эта карта говорит о том, что если вы все-таки правильно поймете, ну, как бы жизнь, правила жизни, да, если вы все-таки удержитесь от каких-то легкомысленных поступков, то вас жизнь вознаградит, да. То есть вот здесь карта, когда, знаете, душа поет, если вы все делаете правильно. То есть вот результаты вашей недели, они вам подскажут, насколько вы правильно действовали. В общем, нужно обязательно вот эти желания как бы скинуть с себя ответственность, уйти от обязанностей, нарушить обещания. Вот это лучше убирать. Тем более, что это у нас карта, связанная с пентаклями, а это у нас ценности. Не обязательно деньги, да? Это же может быть что-то важное для нас, такое как отношения, допустим, или как здоровье. Вот здесь вот нужно просто как бы себя обязать вот на эту неделю и не разрешать себе легкомыслие, потому что это вот только нам же навредит. А эта неделя пройдет, энергия сменится, и все будет уже намного проще. Итак, отношения для водолеев. У нас дама пентаклей, опять же пентаклевая карта. Все у нас самое ценное, все важное на этой неделе выходит на первый план. В отношениях у нас стабильность. В отношениях мы хотим стабильности, хотим, чтобы у нас всего было достаточно, чтобы у нас была возможность там и отложить денежку, да, на что-то важное, то есть чтобы у нас запас какой-то был, чтобы у нас были возможности удовлетворить все наши нужды, нужды нашей семьи, детей и так далее. То есть как бы денежный вопрос выходит на поверхность. Для тех, кто в поиске партнера,
есть возможность на этой неделе встретить человека подходящего. Это вот, знаете, может быть любовь с первого взгляда, может быть вот романтика, влюбленность, да, замечательные такие отношения доверительные, просто отличные возможности открываются. Причем здесь, посмотрите, вот человек это тоже вас оценит, потому что здесь вот мужчина и женщина у нас, да, у женщины, простите, в руках пентакль, ценность, да, то есть женщина оценит вот эту встречу с мужчиной, а мужчина будет чувствовать влюбленность, любовь к женщине. Для тех, у кого пара, кто в паре, девятка пиковая говорит о том, что в отношениях все очень стабильно. То есть у вас есть все необходимое для того, чтобы быть счастливыми. Но, смотрите, может быть какая-то тяжесть на душе, да, вот как раз вот это вот желание какой-то свободы, да, желание уйти от этой ответственности, оно все-таки присутствует, да, и вот это как-то тянет вас. Карта говорит о том, что нужно проработать эту тему именно, знаете, ну, психологически, да, вот можно как-то проанализировать то, что происходит там в подсознании, есть куча техник, да, вот можно этим воспользоваться, и вы этот вопрос решите. То есть не оставляйте это просто так, потому что, ну, с этим трудно жить. Надо сделать так, чтобы вы для себя какой-то выход нашли. Для тех, кто в ссоре. Здесь тройка трефовая. Карта говорит о том, что просто так, пока вам помириться, ну, у вас помириться не получится, скорее всего, нужно как бы просить кого-то, да, чтобы вот, может быть, поговорили с вашим партнером. И тогда вот есть возможность решения этого вопроса. Но это очень осторожно, потому что вмешательство третьих – это всегда проблема. Либо здесь может быть другой вариант. Может быть, есть кто-то уже у этого человека, да, может быть, даже ссора из-за этого и произошла, что у него кто-то появился другой, и поэтому вы разошлись. И тогда смысла вообще нет здесь мириться. Для работы выпадает шестерка пентаклей. Карта для работы очень хорошая, когда вот все наши усилия увенчались успехом, когда у нас достаточно средств. Но также эта карта за помощь отвечает, да, когда мы действительно можем быть полезными на своем месте, нас за это ценят, и за это как бы хорошую сумму мы можем получать, либо мы можем помогать тем, кто в этом нуждается. Да. Здесь у нас шестерка пентаклей. Вот давайте тоже астрологически посмотрим. Очень хорошо это помогает разобраться. Луна в Деве у нас шестерка пентаклей. И карта говорит о том, что вот Дева – это же опять обязанности. У нас вообще вот тут 3 девы, да, вот раз, два, три. Все 3 карты связаны с девами, то есть как символом именно долга, да, чувство долга, чувство как бы самоотверженности какой-то, даже полезности и так далее. То есть когда мы вот в чьих-то интересах действуем, когда мы выполняем свой долг, свои обязанности, да. Так вот, здесь у нас Луна получается в этом знаке. То есть Луна это все, что, если мы говорим о работе, это либо творчество, либо это какие-то, знаете, какие-то недосказанности, какие-то тайны, какая-то муть, да. То есть Луна, она хороша в доме нашем, да, в отношениях, но в работе Луна – это проблемы. И то есть получается так, что если, допустим, у кого-то есть проблемы, мы можем быть полезными, да. Либо мы должны обращать внимание на какие-то неясности, да, или смотреть, не обманывает ли нас кто-то, и принимать очень взвешенные решения, либо вообще на какое-то время отказаться от принятия решения, пока не прояснится ситуация. Ну и также карта говорит о том, что не нужно позволять себя обманывать, вводить в заблуждение. Для тех, кто в поиске работы, тройка червовая, карта говорит о том, что есть возможность найти работу по сердцу, по вашим наклонностям, способностям и опыту. Но здесь обязательно нужно привлекать других людей к поиску работы. Дальше для тех, кто имеет работу, семерка пиковая, говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то сложности, связанные с бумагами, ошибки, да, либо заполнением бумаг, либо какие-то распоряжения будут приходить с ошибками неправильные, да, либо здесь какая-то, в общем, что-то с информацией, проблемы с информацией.
именно вот эта луна, она у нас здесь, да, то есть мы можем не замечать чего-то важного, какие-то ошибки допускать, либо кто-то в отношении нас допускает такие ошибки, может быть, сознательно, а может быть, это просто неточности какие-то упущены, да, вот, и также здесь может быть проблема с коммуникациями, допустим, кто-то из клиентов, кто-то из ваших там, подопечных вас обманывает, да, или, может быть, клиенты не говорят всей правды, да, вот того, что вам бы нужно было узнать полезно, либо, допустим, подчиненный и начальник никак не могут договориться, один другого как-то вводит в заблуждение, то есть, ну, тут вот именно такая ситуация, когда что-то вот скрыто от нас, и это мешает нам навести порядок. Ну и тем более, что это связано с денежками, да, и с ценностями. То есть это очень внимательно нужно относиться, потому что ну, как бы за деньги всегда очень большая ответственность у нас. Теперь для тех, кто для тех, у кого свое дело. Четверка трефовая говорит о том, что у вас в делах может быть очень даже стабильно. То есть вы, в принципе, возможно, здесь все вот эти неясности раскрыли, да, все вот эти обманы, все неточности с помощью специалистов, да, проверяете все, и у вас здесь все, в принципе, стабильно и хорошо. Но насчет безопасности денег все-таки здесь нужно подумать, да, что-то у вас там не сделано для того, чтобы обезопасить ваши финансы. Может быть, вы помогаете кому-то, вот, допустим, здесь тема может быть благотворительности, да, если, допустим, вы на благотворительность кому-то даете денежки, они вам говорят, что они в одно их русло пускают, а это оказывается совсем другое, да, то есть обман может быть в этом, то есть, может быть, нужно здесь разобраться и не, как сказать, не позволять себя обманывать, потому что ну, благотворительность – это такая вещь очень серьезная, она оказывает влияние на нашу судьбу. И если деньги, которые мы отдаем на благотворительность, идут на какие-то низкие цели, вот смотрите, да, пятерка, то тогда наша судьба отягощается, то есть мы можем даже, ну, могут какие-то неприятные последствия к нам приходить. Вроде бы хотели доброе дело сделать, а получится нам только хуже, да, то есть мы можем какие-то деньги потерять или еще что-то такое может происходить. То есть нужно подумать о том, кому мы помогаем и чем мы помогаем. То есть важно. Деньги для водолеев. Выпадает карта старшего аркана «Звезда». Карта очень хорошая, говорит о том, что много, в принципе, доходов может быть из разных источников доходы. Также карта, связанная с какими-то неожиданными поступлениями, переменами. Может, новый откроется источник дохода, какой-то может закрыться, какой-то может открыться, какие-то новые цели, планы вы можете осуществлять, да, то есть либо можете задумываться о каком-то новом источнике дохода, и вот какие-то события этой недели могут быть этому подчинены. Для тех, кто работает за зарплату, да, король трефовый говорит о том, что могут быть какие-то обманы, где-то, может быть, вас обсчитают, то есть нужно проверить все. Кроме того, может быть, вы еще можете не получить, не кроме того, а вместо этого, то есть либо это, вы можете на этой неделе не получить еще оплату, то есть, может быть, ожидали, не получите, да, либо просто задержки какие-то будут. Для тех, у кого свое дело, у них в финансах все хорошо, будут какие-то подарки судьбы, да, будет, может быть, вы будете покупать что-то дорогое, красивое на те деньги, которые вы заработали. Может быть, будете дарить подарки. Ну, в общем, здесь вот все очень благополучно у водолеев. Совет, король кубков. Карта говорит о том, что, ну, во-первых, нужно за здоровьем следить. Вот эта карта у нас тоже об этом говорит, да. Ну, как обычно говорят, там, пить больше жидкости и не злоупотреблять спиртным. Кроме того, если у вас есть какие-то еще другие вредные привычки, которые не обязательно связаны со здоровьем, может быть, какие-то привязанности там, к другим людям излишние или еще что-то такое, да, к деньгам привязанности, сильной привязанности к каким-то своим целям и планам, да, то есть здесь вот карта говорит о том, что все нужно умерить, все нужно, ну, как-то осознать, что ли,
Да, даже одного осознания бывает достаточно, чтобы привычка перестала существовать, если вы действительно глубоко это осознаете. Кроме того, здесь вот совет говорит о том, что если у вас какие-то ограничения сейчас есть в жизни, не спешите из них выходить. Прежде всего нужно осознать то, что происходит, в чем причина, глубокая причина, подсознательная причина вот этих задержек, этих проблем, которые вас держат в каких-то рамках. И тогда только вот они, во-первых, сами тогда решатся, вам не нужно будет эти вопросы решать, то есть сами они, эти ситуации, разрешатся благополучным образом. А во-вторых, вы избежите повтора вот этих вот ситуаций, чтобы эти же ситуации происходят, чтобы вы поняли, что ну, как бы вам нужно осознать. И если вы это делаете, ситуация больше не повторяется. Кроме того, здесь, знаете, вот эта степень свободы. Мы уже говорили здесь про то, что вам хочется свободы, да. Вот здесь вот эту степень свободы своей нужно осознать. Насколько вы можете быть свободны, насколько нет. То есть отношения, серьезные отношения, они всегда не свободны. Какую-то часть свободы, конечно, мы всегда имеем, да, но всегда у нас есть обязанности по отношению к своим близким, к своему делу, к зарабатыванию денег. То есть мы не можем, допустим, сказать, я свободен от зарабатывания денег, потому что нам каждый день нужно кушать, одеваться, нужен кров, нужно кормить там детей и так далее. То есть мы изначально не свободны, поэтому вот эта идея свободы, она вредна. То есть нужно понять свой долг, нужно понять свою ответственность, давать себе возможность, ну, как бы свободы какой-то, да, может быть, вы просто себя ну, как бы не позволяете себе, допустим, побыть в одиночестве, не позволяете ну, себе как-то вот, ну, отдохнуть, скажем так. Может быть, слишком много суеты, ответственности и так далее. Может быть, просто вот вам нужно этот вопрос как-то уравновесить, да? Но как бы полное освобождение – это иллюзия, такого быть не может. И если вы, допустим, себе допускаете эту мысль, то вы можете разрушить всю свою жизнь и жизнь своих близких. Друзья, желаю всем прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.